Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 15 марта. Мы смотрим с вами на колоде Пасьян все знаки зодиака, от Овнов до Рыбок, но смотрю я в двух частях. Это первая часть. Овны, 15 марта. Любовь сразу же выпадает. Два сердца. Подарок. Тайна. Замок. Так, ну и проверяем горизонталь, вертикаль. Шарики еще есть по вертикали. Шарики — это хорошие новости. Свидание, роза. И деньги. Так, значит, смотрите, выпала любовь, все хорошо будет в личной жизни, откроется какая-то тайна в этот день, вы получите подарок, может быть приятная встреча, свидание, хорошие новости вас ждут, и какие-то вопросы финансовые будут решаться у вас в пятницу, потому что мешок может показывать как поступления, так и траты. Ну, вот такие события для вас, Овны. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к тельцам. Смотрим, телец. 15 марта. Тельцы. Победа. Флаг. Сложный выбор. Весы. Колебания, сомнения. Обман, маска. Книга. Ссора. Ну, либо уборка еще может быть метла. Змея. Ну, скорее всего, ссора со змеей. Ключик нельзя. Ножницы. Решение вопроса. Солнышко нельзя. И конфликт, смотрите, есть. Может быть, будет победа в каком-то конфликте у вас. Так, значит, смотрим, что повыпадало. Колебания, сомнения могут быть. Может быть обман, вас могут обманывать. Посещение, какой-то контакт с госучреждением. Решение вопросов. Кто-то будет язвить
неприятно что-то говорить, неприятности какие-то в вашу сторону, и может быть ссора, конфликт. Причем, смотрите, ссора может перерасти в конфликт. Но показывает, что победа будет за вами. У вас выпадает и победа, и решение вопросов в этот день. Так что остерегайтесь ссор, конфликтов и остерегайтесь обмана в этот день. Благодарю за внимание. Тельцы, перехожу к близнецам. Смотрим, близнецы. 15 марта. 15 марта. Пятница. События дня. Близнецы. Ключ. Все в ваших руках. Корона. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Интимная связь. Горизонталь, вертикаль не нашла совпадений. Получается 3 события только я у вас вижу. Первое – это общение с каким-то очень влиятельным человеком, ну, имеющим там крупицу власти, грубо говоря, даже. Дальше интимная связь. И смотрите, вот еще есть успех. Успех в делах и ключ. Ключ – это открытые двери возможностей. Вот благодаря ключу у вас появляется возможность какое-то дело закончить для себя успешно в этот день. Такая информация для вас. Еще вот есть колокольчик. Тоже пропустила. Колокольчик – это пустые разговоры. Болтовня с кем-то еще может быть в этот день. Ну вот такая информация для вас, близнецы. Смотрим дальше. Раки. — 15 марта. События дня для раков. Приглашение. Дерево. Первое событие. Свидание. Приглашение на свидание может быть. Месяц. Событие, которое повторяется постоянно. Корона еще вот есть. Солнышко нельзя. Деловой разговор. Бабочка. Может быть деловой разговор с вот этим человеком в короне.
Но здесь нет. Получается, у вас будет приглашение, общение с каким-то влиятельным человеком, событие, которое повторяется каждый месяц, может быть, вы каждый месяц с ним или с ней общаетесь, деловой разговор и приятная встреча. Так что такие события для вас, раки, на пятницу. Благодарю за внимание, перехожу ко львам. Львы. Пятнадцатое марта. События дня для львов. Конверт, первое событие, получение. Пустые разговоры, колокольчик. Общение с друзьями, общение, переписка. Удачу нельзя. Месяц. Роза. Ножницы нельзя, потому что здесь уже конвертик я соединила. Угу. Здесь нельзя. Диагоналями не соединяем, не забывайте. Там встречу нельзя, рыбу нельзя, мешок нельзя соединить. Так, значит, получается, в этот день у вас будет получение, у вас будет, ну, получение это может быть документа, получение новости, получение какой-то информации, посылки. Пустые разговоры будут, приятная встреча, свидание, событие, которое постоянно повторяется с вами, имеет какой-то цикл, и общение с друзьями. Вот такие события для вас. То есть у вас все события хорошие в пятницу. Благодарю за внимание, львы. И перехожу дальше к девам. Девы. Марта, пятница, события для дев. Исполнение желания, цветок. Первое событие. Больше ничего не... Ага, еще есть застолье, бокал. Змея также еще есть. Смотрим, здесь нет, здесь нет, нет, нет. И печаль нельзя.
Получается, у вас 3 события я нашла. Первое событие показало, что может исполниться желание. Второе, может быть застолье, какое-то мероприятие, хорошо где-то посидите в этот день. И третье, змея показывает, что у вас будет общение с вот таким человеком, у которого, знаете, такой острый язычок. Может что-то замечать, подмечать, критиковать. Иногда еще показывает человека по году рождения. Змея, может быть, на застолье будет. Или будет медик еще как вариант. Может быть так. Но обычно ключевое значение змеи — это, конечно, человек, который любит сделать всем какие-то замечания. Так что вы должны быть к этому готовы. Часто еще человек, который завидует. Тоже вот, возможно, будет завидовать, у вас исполнится какое-то желание. Это просто зависть с чьей-то стороны. В общем, вот такая история. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня во второй части видео будут. Ссылочка на вторую часть есть внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами уже увидимся во второй части.